Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на мужчину. Тема звучит так: загадай мужчину, и песочек все расскажет о его чувствах, о его мыслях, о его настроении. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на интересного вам мужчину, и пусть нам песочек все покажет. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, хорошие и самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятно теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. Итак, представьте мужчину, назовите его по имени, загадайте на него, и пусть песочек все нам расскажет о его чувствах, о его мыслях, о его настроении. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего так интересненько. Господи, сколько мыслей. У мужчины там в голове такая каша. Такая каша. Как же ему тяжело. Вот смотрите, первая мысль по поводу вас — это то, что ему тяжело. Тяжело в отношении вас, либо тяжело в отношениях с вами. Он в ужасе, он даже себе представить не мог, как тяжело вас понять, либо как тяжело с вами совладать, как тяжело с вами справиться. Вы как будто бы ему все шаблоны порвали. Угу. Как мир его перевернули. Причем так еще несколько раз потрясли, да? Он такой: боже, что мне делать? А как же я это все вынесу? Ой, бедный я несчастный, все на мою головушку. Да, какая вы штучка. Крутая. Нет, вы реально крутая. Вы этого мужика в таком напряжении держите. Вы прям его взяли за причинное место. А он, знаете, такой пищит там тихонечко: ой, не надо, пожалуйста, пожалей меня. Я не готов, я не справлюсь, я не могу. Вы очень горячая. Вы очень характерная. С вами, понимаете, надо всегда быть наготове. С вами постоянно нужно быть начеку. Вот вообще непонятно, чего от вас ждать. Вообще у вас то ли настроение быстро меняется, резко быстро, то ли вы сама по себе женщина-загадка, да, девушка с секретом. Ой, какая вы необычная. Но мне идет, что вы его прям обжигаете. Каждый раз он такой: оп, ой, крылышки подпалил, ой, реснички подпалил, да, ой, горелым запахло. Постоянно напрягается. Вот с другими женщинами, вот смотрите, ему было очень скучно, ему было просто, ему было скучно, пресно, понимаете? Вот он всегда знал, что делать, когда она там готова, как ей манипулировать, да, как ее вокруг пальца обвести, да, если надоело, как ее там сбрить. А вот с вами нет, с вами вообще все пошло в тартарары, с вами постоянный стресс, с вами постоянное напряжение. Ну, блин, как же это приятно, как же это приятно. Вот он после общения с вами, либо после свидания с вами, он такой вот прям всем потом с себя смывает и думает: блин, как хорошо, какая она классная, как же мне было с ней хорошо. Ой, не могу ее понять, не могу раскусить. А орешек-то не по зубам, да. Вот белка зубки и сломала. Ой, что творится, девчонки? А ну-ка, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы такое с ним делаете, что у него мозг взрывается. Ну вот, пожалуйста, очень мне интересно. Я вот смотрю, глазам своим поверить не могу, то, что вижу. Вы нереально крутая.
вы просто, вы знаете, огонь. Живой, настоящий огонь, который обжигает мужиков. И мужики рады обжигаться. Мужикам это в кайф. Особенно вот этому, которого загадали. Он такой прям гордится, что он обжегся об вас. Он такой, о, это как боевой шрам, да. Какие-то такие вещи странные происходят. Он в вас влюбляется просто не по дням, не по часам и даже не по минутам. По секундам влюбляется. По секундам. Вы заполнили все его пространство. Он о вас думает, он вас представляет, он о вас мечтает, вы ему снитесь. С вашим именем он засыпает, с вашим именем он встает. Все как будто бы крутится вокруг вас. Вся его жизнь, и он сам крутится вокруг вас. Вот что вы с ним делаете. Ну надо же. Слушайте, если это новое знакомство, вы недавно познакомились, начали общаться, девочки, так держать. Да, я вас поздравляю. Все, мужчинка готов считать, что он у вас уже в кармане сидит. И если эти отношения продолжительные, то есть вы уже какое-то время вместе, и, как говорится, все уже повидали вместе с этим мужиком, вы нащупали ту потайную дверь, которая ведет в его сердечко. И ровно сейчас вы эту дверь очень мастерски вскрываете, понимаете? Вы настолько его поразили, вы настолько его удивили. Он-то думал, что он вас изучил, он-то думал, что все уже как бы на мази, а нет, вагончик с рельс сошел, понимаете, и просто полетел в неизвестном направлении. Да, но вагончик — это его сердце, да. Такое вы с ним вытворяете. Красота. Вам бы книгу написать. Вот, вам бы книгу написать, как с мужиками обращаться. Точно миллионершами станете. Да? Такая книга, она будет весьма востребована. Прям я вот сижу, удивляюсь. Мне интересно, что вы такое с ним делаете, как вы себя с ним ведете, что он весь, он, смотрите, и в тяжести, и в счастье находится. И своей вот этой тяжести с вами, да, что с вами тяжело в отношениях, он радуется, он просто в ней растворяется. Да, мне тяжело, но я так счастлив, я никогда не был так счастлив. Такие мысли у него. Так, и еще у него очень много ревности. Ревность и к вам, и вас. Смотрите, что я имею в виду. Во-первых, он очень ревнует к вашим успехам, к тому, какую роль вы занимаете в социуме, какую роль занимаете в семье, какую роль занимаете на работе, в кругу друзей, среди родственников. Да, он ревнует, потому что он так не может. Он такой, блин, ну почему я не такой, почему у меня не получается? Видно, он пробовал, да, у него не получилось. И также он очень ревнует. Вот если к вам кто-то подходит, если вы с кем-то больше, чем там 30 секунд пообщались, и он такой же, блин, да что такое, да почему, да с кем она так столько разговаривает, о чем можно разговаривать 35 секунд, ну это же ненормально, что уже влюбилась в другого, либо что она там себе думает. Ну вот какие-то такие мысли. Ревность, которая... Главное, чтобы зависть не превратилась. Это первый момент. И второй момент, чтобы он не начал эту ревность вам высказывать. Да? Потому что вы такого терпеть не будете. Вы его быстренько на небо за звездочкой отправите. У вас то ли был опыт с ревнивцами, либо вы такое прям вообще не воспринимаете. Для вас это как красный флаг. Но ревность присутствует, точно. И вас, и к вам, и к вашим успехам, достижениям, и к тому, какую роль вы в жизни занимаете. Это есть, что есть, то есть. Главное, чтобы больше этого не стало. Надо как-то контролировать этот уровень ревности и при необходимости его тушить и гасить. Это тоже очень важно. Еще мужчине кажется, что вы его в чем-то обманываете, либо вы ему чего-то не договариваете. Но обычно женщины этим страдают, а тут как бы мужчинка у нас такой очень нежный попался. И он такой, точно, она мне что-то не говорит, точно, она от меня что-то скрывает. Вот какое-то чувство, да,
не дает ему покоя. Какие-то тайны мерещатся, заговоры, там, секретность ему мерещится. Он даже может подслушивать, он даже может подсматривать, он даже может вам какие-то шпионские программки установить на компьютер, телефон. Ну, если с техникой дружит, то может вообще везде натыкать скрытых камер и за вами следить. Не могу понять, откуда у него. Может быть, он сам по себе такой человек, да, с какими-то заскоками в этом плане, подозрительный. Может быть, он и сам такой, что скрывает, и поэтому других подозревает, ну, в частности, вас. Но, может, действительно так сильно боится вас потерять, и настолько вы для него загадочная, что то, что он не может себе объяснить, он ставит в разряд тайны и секреты. А то, что он вас не может разгадать, это 100%. Возможно, это и есть тот ключ, который его в вас влюбляет. Да? Загадочно, необычно, будоражит, воспламеняет. Я сам не свой, мне с ней так тяжело, но так сладко, так приятно, прям очень сильно тянет. Еще, мои хорошие, здесь очень сильное сексуальное желание показано. Настолько сильное, что мужчина даже сам себя боится. Боится реакции своего тела. Ну, потому что они наступают в самые неподходящие моменты. И, возможно, даже в период полового созревания, да, у него такого не было. То, что происходит сейчас. То есть он не контролирует. Он ничего не контролирует. Он просто тогда должен маневрировать, но не контролировать, да, всякие такие моменты. Если между вами есть эта близость, то здесь мужчинка просто в рай улетает, каждый раз улетает. И это что-то с чем-то. И если еще не было ничего, то мужчина просто готов, он уже давно готов. И это вот прям мечта всей его жизни, да, с вами предаться любви. Ну так хочется, ну такая сладенькая, такая манка, Господи, с ума его сводите. Он когда с вами рядом, он ни о чем другом думать не может. Просто у него все туда уходит. Так, еще важное. Какую-то женщину от вас прячет, либо скрывает. Женщина то ли бывшая, то ли у кого-то еще и параллельная может отыграться. Сразу говорю, честно говорю, не у всех, у кого-то. И также может быть женщина, мама, допустим, мама, да? Мама, которая там с плохим характером, недоверчивая, не готовая делить и принимать. Он скрывает от вас эту женщину, либо скрывает ее мнение по поводу вас. Ему очень не хочется стоять между вами, ему очень не хочется, чтобы вы сошлись, встретились, и ему очень не хочется, чтобы вы о чем-то говорили. Здесь мужчина готов пойти на все, лишь бы вы не встречались, либо реже встречались, либо как-то всквозь встречались, если это мама. Да, он каждый раз, наверное, ее уговаривает, либо она его шантажирует чем-то, да. Он идет на уступки, вот лишь бы она что-то там не сказала, либо вас не обидела. Ну, то же самое бывшая, может быть, да, может, бывшая угрожает, что «а я расскажу, какой ты, да, твоя девушка тебя бросит». И он такой: ладно, что хочешь, давай сделаю и отстань, да, только не мешай. Но с этим вам еще придется разобраться, может быть, вы уже разбираетесь, но что-то там есть. Мне кажется, что он сам заложник своего страха. Может, там ничего криминального нет, но он просто заложник своего страха. Настолько он боится вас потерять, что он уже готов на все, что угодно пойти. И также, мои хорошие, кто сейчас не вместе, кто сейчас в разлуке, кто, например, в одной точке мира, а мужчина в другой точке мира. Ну, бывают такие ситуации. Это жизнь, в жизни все бывает. Если вы думаете, что он там по бабам пошел, то вы очень сильно ошибаетесь. Нет.
Наоборот, он сидит там, забился у себя, где он там живет, в угол забился, и очень сильно ревнует, очень сильно переживает. Ему там такое страшное мерещится, что вы одна и 10 мужчин, да, и что вы уже там замуж выходите, подвенечное платье выбираете, что вы уже там от кого-то беременны. Еще какие-то страшные мысли. Ревнует очень сильно. Очень тяжело без вас, вот хоть волком вой. Ну, вот такая вот отсыпочка. Мужчина живет надеждами на будущее, надеждами, что не пошлете, надеждами, что он все-таки сможет вас как-то укротить, что ли, либо влюбить в себя. Кстати, для него это навязчивая идея, да, чтобы вы в него влюбились. Хотя, с другой стороны, он пытается добиться этого, чтобы вы влюбились, но сам очень сильно влюбляется в вас. Как его же оружие против него работает. Ну, либо он уже проиграл, да, заведомо проиграл, когда решил сделать все для того, чтобы вы в него влюбились. Все происходит ровно наоборот. У вас еще, вот смотрите, какие перспективы впереди. Вы куда-то вместе, вот я вижу вас вместе. То ли куда-то пойдете, то ли поедете. Очень такая незабываемая поездочка вас ждет, либо незабываемое свидание. Ну, время покажет, время все по своим местам расставит. На сегодняшний день, вот что уловил песок, то, что ему с вами очень тяжело, но очень классно, очень сладко, что влюбляется он в вас, ну, буквально по секундам, что ревнует вас безумно. И то, что мужчина с вашим образом, да, живет 24/7. 24/7. Только вы у него в голове крутитесь, и все это по кругу идет. И он этому очень-очень счастлив, мои хорошие. Так, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.